В Пешаваре на северо-западе Пакистана ураган привел к наводнению, разрушению многих зданий, а также обрывам линий электропередачи как в самом городе, так и его окрестностях. Это произошло вечером в воскресенье. Судя по сообщениям, не менее 45 человек погибли и более 200 были ранены. Местные власти заявили, что ураган нанес также значительный урон новому урожаю и поголовью скота, а также насаждениям в регионе. В столице Киргизии Бишкеке в преддверии Дня Победы прошла репетиция военного парада, в которой приняли участие подразделения как национальных вооруженных сил, так и российской армии. Парад состоится 9 мая в ознаменование 70-й годовщины окончания в Европе Второй мировой войны. За все годы после провозглашения Киргизии независимости в Параде Победы здесь впервые примут участие российские военнослужащие. В столице Афганистана Кабуле активисты вновь привлекли внимание к недавнему убийству толпой разъяренных мужчин молодой женщины по имени Фархунда. Они призвали власти без промедления покарать виновных. В связи с трагедией, разыгравшейся 19 марта, были арестованы более 40 человек, однако ни одному из них до сих пор не предъявлено обвинение. Жестокое убийство 27-летней женщины было спровоцировано возникшим ложным обвинением, что она якобы сожгла экземпляр Корана. В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате, возле крупного торгового центра, частично разрушенного в результате пожара накануне, владельцы торговых точек выясняли отношения с полицией. Они пытались пробраться в здание, где осталось немало их имущества, но им было отказано. В результате пожара разрушено почти 25 тысяч квадратных метров торговых площадей. Ведется расследование. В столице Татарстана группа местных активистов 26 апреля, когда здесь отмечался День татарского языка, распространяла среди горожан ленточки цветов национального флага республики красно-бело-зеленые, в противовес георгиевским лентам, популярным в России. Некоторые жители Татарстана склонны считать, что оранжево-черная георгиевская лента олицетворяет имперскую победу России над Татарстаном. В Кишиневе посол США в Молдавии Джеймс Петтит посетил специальные баскетбольные сборы для молдавских детей, организованные при поддержке американского посольства. Четырехдневное мероприятие, получившее название «Возводя мосты через баскетбол», возглавляет Рути Болтон, профессиональная американская баскетболистка и двукратная олимпийская чемпионка.